للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوال الشداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья и сестры. По милости Аллаха, мы в очередной раз собрались на наш подкаст. Мы видим ваши отзывы, которые вы оставляете в комментариях. Да воздаст Аллах благом тем, кто пришел с благом и пожелал нам успехов. И все это по милости Аллаха. Сегодня мы с вами обсудим вместе с Шамилем, будем говорить про нашу прекрасную религию ислам. Шамиль, ассаляму алейкум, марш уаил. Ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи марш уаил. Аминь. Шамиль, давай начнем сразу с того, что я задам такой вопрос. Мы знаем, что на протяжении всего человечества ислам существует и будет существовать, да, до конца окончания времен. И это абсолютная истина, мы признаем эту истину и любим ее. Вопрос состоит в следующем. Вот скажи, пожалуйста, если она абсолютная истина, почему есть люди, которые не принимают эту истину? Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Опять же, приветствуем всех, очень рады, что люди смотрят, размышляют, думают и следуют за истиной. И мы желаем каждому правильное понимание и чистые сердца, и здравый ум и разум. Очень хороший, важный вопрос, ибо сегодня у каждого должен появляться размышляющего человека вопрос, раз мусульмане считают религию ислам религией Всевышнего, абсолютно истинной, то есть религия, в которой нет недостатков. В людях есть недостатки, в религии нет. То есть, когда мы должны обсуждать и говорить о религии, мы не говорим о действиях и словах людей, мы говорим о самой религии Всевышнего. То это Коран, это Сунна в наше время. До нас это были писания предыдущие, небесные писания, у пророков, которые были до Мухаммада, алейхиссалату вассалам, алейхиссалам джамиан, и вот так вот на протяжении всего человечества. То мы говорим, почему сегодня появляются люди, которые пытаются выступить против этой истины, как мы сегодня опять же говорим о предмете и объекте нашего общения. А почему эти люди были? Мы об этом говорили, повторимся. Эти люди были всегда. Они внезапно появлялись и также исчезали. То есть они не делают помеху истине, и они не делают какую-то помеху Всевышнему. Аллах, как известно, Он не меняется, на Него не влияет заблуждение людей, неверие людей, невежество людей. На Аллаха ничего абсолютно не влияет. Он какой был, есть и будет всегда, и религия Его будет такой же. То есть она не может искорениться, она не может исказиться. Но суть в чем? Последует ли человек или не последует? Вот в этом вопрос. Поэтому эти люди были всегда, появлялись, исчезали. Он такой же, это такое же явление. Сегодня в наше время он появился, и таких людей немало, даже в наше время. И мы сегодня говорим, анализируем и передаем истину людям, чтобы они тоже размышляли, думали и понимали, где правда, где нет. Теперь вопрос в другом. Как ты задал, в чем причина? Давай сначала расскажем причины последовательно, препятствия, что не дает человеку принять истину. Когда он слышит ее, очевидно видит ее, до него дошло, но не принимает. Причин много. Мы перечислим самые такие яркие, явные, которые выделили ученые ислама. Самая первая причина, это, конечно же, это аль-джахаль, то есть это невежество. И невежество делится на два вида. Бывает невежество, которое до человека и не дошла истина, мы называем такого немукаллаф, то есть это человек, до кого еще истина и не дошла. О таких людях Аллах говорит, аста'изу биллах, что «Вама кунна муаззибина хатта наб'атha расуля», что означает «я не наказываю до тех пор, пока не пошлю своего посланника». Посмотри на милость Всевышнего. То есть если до него не дошло послание от Всевышнего,
То есть или он сам не увидел пророка, или до него через других не дошло. Этот человек не отвечает. По милости Всевышнего не будет наказа. Аллах говорит, я его не накажу. Но он невежественный все равно. До него и не дошло, и он невежественный. Такой человек не отвечает, пока не дошло послание. Теперь вторая категория, о которых будем говорить, это те, которые невежественные, но до них дошло. И это невежество, непонимание, незнание того, что пришло, бывает разные. Вот теперь мы будем говорить об этих невежественных людях, которые разные, и какие у них бывают качества. Одно из этих качеств – это тяжесть оставить то, к чему человек привык. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит, что «Куллю маулюдин» – каждый появляющийся на свет ребенок «юляду аля фитра». Ученые сказали «аля фитратиль ислам». «Аля фитратиль» – то, что чистоте ислама. То есть каждый ребенок, который появляется на свет, он появляется на той чистоте и на той присяге, на том утверждении, что давали души, то есть на этой чистоте. Но потом родители делают из него то, что делают. Или делают из него язычника, или делают из него какого-то других убеждений, и делают из него того, кем они сами являются, естественно. И он уже 7-8 лет в него впитывает какое-то невежество, ту систему, где они живут, те убеждения, где они живут. Если они атеисты, атеизм, если язычники, язычество. И ребенок к этому привыкает, потому что все-таки родительский инстинкт, он привыкает к своим родителям, они его кормят, одевают, впитывают, и потом внезапно он узнает, что есть, оказывается, и ислам. И ему очень тяжело оставить то, что годами в него впиталось. Вот тут для этого человека что нужно, чтобы это понять и признать? Это, конечно же, чистый разум и чистое сердце. Если этих двух качеств не будет, он не сможет преодолеть то, что привыкло его тело, подавить свой нафс, подавить это привыкание и пойти за истиной. Но есть те истинные, достойные люди, мужчины или женщины, которые подавляют и следуют за разумом, следуют за своим сердцем. Это качество. Следующее качество – это упрямство. То есть человек бывает, такое качество, говорят же, упрямо как осел. То есть если осел упрямый, ты будешь его влево тащить, он понесет тебя вправо. Ты будешь тащить его вправо, он понесет тебя влево. То есть ты не сможешь им управлять. Вот это качество упрямства, если внутри сидит, как бы ты ни объяснял истину, из-за своего упрямства он не последует за ним. И эти качества, которые мы сейчас перечисляем, они все в Коране, в Сунне перечислены. У нас времени просто не хватит приводить каждый аят, но если кому интересно, мы можем отдельно, мы оставляем свои номера или же оставляем связь, обратную связь оставляем. Кто хочет, это можем в каждом аяте, в каждом изречении дать, где это сказано. Кстати, я оставлю контакты Шамиля под описанием этого видео. Вы сможете посмотреть описание этого видео, и если у вас есть задать вопросы, если те люди, которые заблудились, да, они не понимают какие-то вопросы в исламе, задавайте Шамилю, и иншаллах он ответит. С удовольствием. Следующее качество, аль-уджб называется, это тщеславие, себялюбие, самодовольство. Например, какой-то профессор, какой-то академик, конечно, он трудился, он отдал 5 лет, например, сначала 11 лет в школу, потом 5 лет университета, потом идет дальше, это кандидат, доктор, профессор, академик, и идет, и, конечно, к 50 годам ему говорят, что вот есть истина. Он говорит, как мимо меня могла пройти истина? Как она могла остаться в стороне, а я академик? То есть вот это себялюбие, непонимание того, что это ему Всевышний дал, и вот это отсутствие благодарности, что ему это дал Всевышний, забывание вот этого всего, то, что Всевышний ему дал зрение, понимание, мозг, разум, он об этом забыл. Он это считает, что это его достижение. Это называется аль-уджб, забывать то, что ему дано Всевышним, и считать, что это его достижение. И это качество, конечно же, отталкивает, отворачивает человека от истины. То есть это тщеславие тоже является из страшных качеств. Далее, одно из страшных качеств, которое не дает человеку принять ислам, это лень. То есть ему даже и не хочется. Он, например, в облике человека, но по своей сущности у него животный инстинкт. Вот покушать есть, поспать есть, тепло, все.
он больше ничего не хочет делать. И так сойдет. Есть такие люди, и так категория людей. Из-за своей лени, из-за своего состояния лени не хочет. Вот даже ему и не интересно, что происходит вокруг. Вот его не трогайте. Вот. Бывает такая одноклеточная, мы в биологии изучали, такое существо амеба. Вот меня не трогайте, я вас не трогаю. Вот такие. Сам по себе. Да, сам по себе. Так нельзя. Следующее, это, конечно же, аль-кибар, высокомерие. То есть высокомерие, сюда можно добавить сразу и зависть. Это то, что не дало принять истину Иблису. То есть, когда Иблису первое неверие было от него, и он именно по причине этих двух качеств отступил от веры ислам. Это высокомерие, зависть. Он начал завидовать прекрасному телу пророка Адама, алейхиссалам, и сказал, этот человек хулика лишаин азим, для какого-то огромного великого дела создано это тело. Когда Аллах его оживил, создал в нем душу, и он уже, когда пришел в себя, он, естественно, еще больше у него появилось зависти, потому что ему поклонились, сделали суджуд приветствия, не поклонение, сделали земной поклон ангелы. И когда было повеление поклониться ему, он сказал, я лучше него. Я создан из огня, ну и тому подобное, история известна. Это высокомерие и зависть. Вот эти два качества, сами качества не являются неверием, но они привели к неверию, представляешь? То есть, например, у человека высокомерие и зависть, но он пока не применяет эти качества, просто у него внутри они сидят. Но он применил, и что сделал, как они проявились? Отрицанием истины. То есть он отрицал закон Всевышнего, что пророк лучше него. Аллах говорит, что пророк лучше тебя, он говорит, нет, я лучше него. То есть закон, который Всевышний установил, это все равно, что сказать, если пятикратная молитва обязательно, он говорит, не обязательно. Или, например, сказать воровство и тому подобное, это запрещено, он говорит, да, это разрешено. То есть он хочет отменить закон Всевышнего из-за высокомерия и зависти. Вот эти два качества тоже препятствуют принять истину. Когда Умару, ради Аллаху анху, пришли язычники и сказали, мы попросили Мухаммада показать нам чудеса некоторые, хотя он много показывал, от 1000 до 3000 чудес показывал пророк, алейхиссалату вассалам, но он не показал. Тогда Умар сказал, разве в этом дело, он сказал, если он даже вам показал бы, вы бы приняли бы, как до вас дошло, что пророк Муса, алейхиссалам, разделил море, дошло до вас через иудеев, правильно, то вы приняли его религию. Они стоят, молчат, не приняли. Почему? Потому что до вас дошло, что он разделил море. Это путем мутаватир пришло. Огромное количество людей это видели, и пришло это. А вы почему не приняли? Аль-кибар, он говорит, потому что высокомерные. То есть вам не надо чудеса показывать. Даже если он покажет вам, вы не примете. Вы что-то придумаете другое. Вам это не интересно. Вы просто хотите найти, выискивать что-либо. И сейчас пришли ко мне. То есть он их наказал, они заткнулись, убежали оттуда. То есть вот такой был Умар. Ислам, он учит нас быть психологами. То есть мы не учимся университета на психологов, но ислам тебе дает понимание, настолько это... Ты становишься проницательным, ты четко понимаешь, кто перед тобой стоит. Этот человек или ради денег старается, или он ради это высокомерия, зависть. То есть, когда ты с ним общаешься, видишь его какие-то действия, можешь уже сделать выводы, что этот человек не принимает правду по каким-то этим качествам. Далее, считать все вокруг одинаково правильным. То есть тоже это похоже на лень, это качество. То есть человек, он, например, это тоже сойдет, и такое нормально. Этот солнцу поклоняется, оставь его. Этот поклоняется огню, что с ним поделаешь. Этот Пармат еще что-то там говорит, что он даист, потом он еще кто-то. И так сойдет. Эти люди, это как раз-таки у них нету понимания белого от черного, просто элементарно. Не хочет. Ему опять же, это может быть не из-за лени, может быть из каких-то, но ему даже это неинтересно. Может у него, например, какой-то конкретной концентрация на какой-то работе у него есть, но в религии он не хочет. Есть такие люди тоже. Или, например, видеть эти великие истины, например, убеждения простыми, незначительными. Или, например, брать поверхностно. Тогда они поклоняются, непонятно как, что, мне это не интересно. То есть, почему? А в чем у них интерес? У них в чем-то интерес-то есть в этом мире, то есть хоть какой-то.
заработать, там, работать, там, выйти замуж или там еще как-то. Эти интересы по-разному у людей разные бывают, но в таких великих истинах у них интерес они не проявляют. То есть такие люди тоже есть категория. Также приведение слабых доказательств и неправильное донесение истинной информации тоже является препятствием. То есть, например, если я бы тебе сейчас сказал, смотри, Ахмад, есть в производстве такая вещь, как машина. Я тебе описываю ее, ты ее, например, не знал, что есть такая вещь. Я тебе говорю, что она на 4 ногах бегает, например. У тебя какое сразу представление? Так, я тебе объясняю, кузов есть, и вместо колес я тебе там 4 ноги, и она бегает. У тебя уже представление искаженное о машине было бы, правильно? То есть есть такие люди, которые доносят истину, пытаются как бы под лозунгом истины неправильно, искаженно доносят. И у человека представление уже совсем другое. Например, ИГИЛ. Вот как они представили якобы ислам Европе. Людоеды, убийцы, кровожадные, страшные такие-то, да? А Палестина, как показала ислам? Принимают в Европе ислам, видя их терпение, какие они стойкие. От малого до великого, какие стойкие палестинцы. То есть огромная разница, да? Колорит Палестины и ИГИЛа, например. Убеждения ИГИЛа мы знаем, кто они такие. И тут истинные мусульмане, и как они терпят. Вот это как раз-таки и показывает неискаженную и правильную информацию на действиях, на словах. То есть это очень важный пункт, который мы говорим, правильно давать правильное понимание. И следующий пункт тоже является это выискивание какой-либо, например, информации, для чего, которую можно поверхностно использовать для шубугатов, для того, чтобы человека ввести в заблуждение. Это то, что вот сегодня, опять же, делает объект нашего общения, и выискивает разные переводы, тут, там, смотрит, для чего? Чтобы поверхностно человека показать, вот видишь, вот это и есть ислам. Оставляя аль-куль, мы это сейчас объясним, что такое аль-куль, аль-джуз, и этим самым заводят человека в заблуждение. То есть они для чего это делают? Выискивают для того, чтобы человек, он попал как минимум в сомнение. Просто его цель, конечно же, вообще вывести человека из истины, но сомнение это тоже уже не является исламом. То есть если он сомневается, это уже является не исламом. Поэтому если мы сегодня будем таким образом доносить вот под этими пунктами истину, ничего не получится. И последний момент из этих качеств, конечно же, это финансовая сторона. Сегодня очень много людей сидят там и получают донаты, как называется, от других людей для поддержки, пиар, хайп, как сегодня называется, для чего? Чтобы у человека появилось имя, хоть грязное, но имя. Да. У нас наши деды как говорили, некоторые ради того, чтобы о нем узнали, готовы сделать самое мерзкое, отвратительное дело в селе, но зато о нем знают. Вот этот вот такой тип. То есть он готов на любое мерзкое дело, на любые мерзкие слова, но он стал известным. И вот стать известным, хайпануть, как сегодня говорят современные блогеры, хайп поймать и вот этим мерзким путем, это насколько должен быть низкий человек. То есть вот эти качества, Ахмад, вот эти качества, они, одни из, это самые основные, то, что перечислили, они являются препятствием принять истину. То есть если ты рассказываешь о истине, и перед тобой с тобой сидит человек и не принимает, знай, что у него что-то сидит вот это. То есть почему? Потому что он тебе противоположное не приводит. Он тебе не может привести что-то взамен. У него нету альтернативы. То есть он говорит, да, так и есть, но принимай. Он говорит, ну что-то меня держит. А что? Он даже не может разобраться. А мы знаем уже. То есть ты уже знаешь, что у него вот это что-то кто-то там. Давай я тебе перечислю, и ты себя тут найдешь. И каждый, кто слушает, пусть себя здесь найдет. Если у него вот это все где-то что-то сидит в глубине сердца или души, значит надо меняться. Потому что мы сейчас уже переходим к чему? Объяснению истины ислама. Мы сказали, это абсолютно истина. И человек, который сможет вот эти качества, которые он перечислил, отвратительные качества, перебороть, он примет,
кто-то принял, он утвердится, укрепится и последует этой прекрасной истине. Шамиль, перечисляя вот эти пункты, которые ты затронул, что одна из важных составляющих частей того, что человек не принимает истину, я задумался, и в действительности есть много людей, которые именно ради славы, ради денег, из-за того, что у них лень, из-за того, что у них нездоровые сердца, высокомерие. Вот все пункты, которые ты перечислил, это все у многих сидит внутри. Да. И действительно, альхамдулилля, религия, ислам прекрасно. Тут не нужно заканчивать курсы психолога. Вот ты разложил, какие пункты важны для тех людей, которые сомневаются, для тех людей, которые не признают истину, чтобы разобраться в себе. И альхамдулилля, Коран и Сунна нам это объясняет. Да. Просто надо, как говорится, встать с дивана и немного потрудиться для того, чтобы понять истину. За тебя это никто не сделает. Если ты сам не стремишься к истине, да, ты закрылся у себя где-то в бункере, да, сидишь, обсуждаешь, льешь грязь на ислам, у тебя не получится найти истину. Сперва попробуй, постарайся. По ту сторону люди, которые, да, они часто любят ссылаться на науку, они же следуют науке, как они говорят. Хотя, как я и раньше говорил, когда им не интересно, когда им не выгодно, они оставляют науку. Так вот, знаешь, я подумал, когда ты сказал про море, я подумал про момент, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, наш любимый пророк, разделил Луну на две части. Да. Луна раскололась на две части, что она была так. И знаешь, я в одной из газет раньше читал, и если я не ошибаюсь, в интернете тоже можно найти информацию следующую. В Китае, вот 600-е годы по григорианскому календарю, да, вот в Китае в те времена, а это времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в те времена, когда сейчас делали раскопки, это было давно, лет 15-20, чтобы не ошибиться, где-то я читал это, в газеты местные. Там было написано вот так, что когда были раскопки, в Китае нашли дом, где в то время вообще было как? Они писали, там, дом построен, когда шел дождь. У китайцев была такая культура. Да, событиями, да. А там один дом был написан на одном доме. Дом был завершен постройка, когда Луна раскололась. Представь себе. То есть в Китае видели это. И, соответственно, это никакие не сказки, потому что это научно подтверждено. Факты есть факты, да. Вот, действительно, знаешь, я подумал сейчас, реально вот есть с религиозной стороны доказательства, есть с научной стороны доказательства. Да. Но почему-то, опять же, не принимают люди, да, не смотрят. Вот скажи, пожалуйста, дальше об истинности и прекрасной нашей религии. Конечно. Очень хороший пример ты привел. Альхамдулилля, хвала Аллаху. И сегодня действительно глубокая, как говоришь, трещина найдена, и они подтверждают, что она расколола, что она имеет вот этот как бы впадину внутри. Это говорит о том, что это и историей, и современной наукой подтверждается, что этот случай, он действительно произошел. И как теперь, как мы сказали, прийти к тому, что действительно ислам является истиной? Мы сказали, в первую очередь у человека должно быть чистое сердце, здравый ум и проницательный разум. То есть вот эти три качества нам нужно. Почему я разум и ум различаю? Потому что разум – это инструмент распознания добра и зла, истины от заблуждения, а ум – это качество разума. То есть бывает человек разумный, но тупой. Бывает человек разумный, но умный. То есть вот это бывает разум, но у него тупость есть, и не хочет использовать как надо. А бывает разумный и умный. То есть нам нужны какие сейчас люди, чтобы слушали? Чистое сердце подготовить надо зрителю, разум и проницательный ум. Тогда все будет на своем месте. То есть мы не делаем какой-то гипноз через видеокамеру, мы не делаем какие-то там уловки, хитрости. Мы сами на этом, потому что у нас есть разум, у нас сердца, хвала Аллаху, чтобы принять истину, по крайней мере, у нас чистые сердца и проницательный ум. Значит, вот эти качества нам необходимы. Ислам говорит, что вообще в религии всегда из первых мест занимает разум, ум, потому что без разума, ума ни Корана, ни Сунны ты ничего не поймешь. Если у человека нет разума, не понять ни Корана, ни Сунны. Куда был ниспослан Коран? На сердце кого? На сердце самого разумного человека.
Если бы у пророка не было бы разума, он бы понял бы Коран, он бы смог бы его донести? Нет, конечно. Этот человек был самый разумный и самый проницательный ум. На его сердце был ниспослан Коран. И он передал его так, как ему был ниспослан. И те, кто последовали и приняли разумом, проницательным умом, вот они и поняли истину и последовали. И ученые разделяют, говорят, что получение знаний разделяется двумя путями. То есть путь размышления. Это называется дарури и назари. Дарури – это когда элементарные вещи. 1 плюс 1 – 2. Там не надо много трудиться. 1 стакан плюс 2. Поставил 2 стакана, получилось 2. То есть это любой может к этому прийти. Или белое, белое, черное, черное. Да, все. Это называют дарури. Это необходимое, самое минимальное, самое легкое, к чему приходит даже это без разницы. Любой конфессии человек, это дарури называется. Второй назари. Назари – это надо потрудиться. Там нужно использовать индукцию, дедукцию, аналитический ум, математическое мышление. Например, если я скажу: Ахмад, сколько будет 13 умножить на 15 разделить на 11 плюс 47 минус 23? Ты не скажешь 2 сразу, правильно? Тебе надо посидеть, калькулятор, подумать, посчитать, анализ. Это называется назари. Потрудиться надо. То ислам говорит, что размышления делятся на 2 вида. Дарури, назари. Это и так всем понятно. То есть это в любой науке даже есть. Это в повседневной жизни даже есть, не только в религии ислам. А религия ислам почему об этом говорит? Потому что только таким образом можно прийти, используя разум, трудом, к истине. Теперь второй момент. Вот этот назари, дарури мы поняли. Назари, кто нужно потрудиться, туда входит 2 вида мышления. Дедуктивное, индуктивное. Что такое дедукция? Дедукция – это когда человек из общего вытаскивает частное и приводит к выводу. А индукция наоборот, из частного к общему. И пытается доказать какую-то истину. И индукция, если они пытаются доказать что-либо в общем целях, очень часто ошибается, потому что индуктивное мышление – это научное мышление. Это используют физики, химики. Они какой-то берут определенный, например, случай, изучают его, этот случай они правильно изучают, но потом они его общим открывают и говорят, что, оказывается, это для всех так, а не всех так, оказывается. А дедукция наоборот. И сейчас мы приведем пример. Например, если я скажу с точки зрения дедукции, например, каждый человек смертен, например. Или сказать, например, вообще человек смертен. Ахмад – человек, Шамиль – человек. Значит, мы раз сделали первое вступление, общее понимание, человек смертен, мы сделаем частный теперь случай, к Ахмаду возвращаем, частный из людей вытаскиваем одного и говорим: Ахмад смертен. Это правильный вывод? Да, потому что у тебя мукаддима, то есть первое введение было правильное, общее заключение, все согласны, что любой человек, он смертен, он умрет. Ахмад, Шамиль, Мухаммад, без разницы кто, он, значит, смертен. И все с этим согласились. Это называется дедуктивное, такой простой пример. Но это дедуктивное мышление называется. Например, если сказать, что аль-алям, что Вселенная, материальный мир, например, это мироздание, оно имеет начало, то в алям входят, например, такие уже частые отдельные создания, как, например, земля, небеса, аль-арш, аль-курси и тому подобное. То есть тоже имеют конец с точки зрения разума. Да, мы знаем, что некоторые вещи Аллах оставит навечно, как, например, рай, ад, аль-арш, но с точки зрения разума допустим им конец. С точки зрения шариата мы говорим, что некоторые вещи останутся, Аллах им даст быть. Но с точки зрения разума, раз есть начало, они могут привести к концу. Но начало есть у всех. Потому что мы какое сделали заключение? Вселенная имеет начало. Все. И Вселенная есть вещи, которые имеют конец тоже. Но заключение, что имеет начало, и Земля, небеса, люди входят туда, у каждого из нас есть начало. Общее взяли, а раз общее входит сюда, частичное, мы можем смело сделать заключение, что это тоже имеет начало. Это дедукция. А если брать индукцию, например, возьмем такой случай, например, кто-то говорит: у меня есть сосед Олег, он депутат.
у меня есть дядя Андрей, он тоже депутат. У меня есть еще кто-то, там какой-то Игорь, он тоже депутат. Значит, все люди депутаты. Это неправильное заключение. Это называется индуктивное мышление. Он часто взял 2-3 случая и на всех людей это обосабливает. Так нельзя. Это неправильное мышление. Поэтому здесь нам нужна дедукция, дедуктивное мышление. Как это привести? Вся Вселенная, она имеет начало. Вселенная появилась, она создана. Как это доказать? Тем, что в этой Вселенной она разделяется на 2 вида, например. Только вот если взять, это обязательно айн, это тело, объект, аян, объекты, и есть арод, качество к этим объектам. Вот что ни возьми на этой земле, это обязательно имеет или телесность, материальное какое-то, или качество к этой телесности. Ну, ученые некоторые добавили амаль тоже, как, например, намаз, пост, это деяние. То есть можно так тоже добавить туда. Но в целом это или тела и качество к этим телам. Тела – это что такое? Объекты. Это то, что имеет объем. Иной раз бывает, разделяется на частички, например, молекулы, атомы. 2 частички, например, 2 атома – это молекула, 2 молекулы – это дальше уже растет. И чем больше молекул, тем больше тела. Это физика даже говорит. Значит, есть тела, а качество – это что такое? Это то, что в телах не бывает отдельно. Например, красное яблоко. Сладкая груша. То есть сладкость отдельно не бывает, кроме как в чем-то. И мы, когда, например, на рынок идем, мы же не говорим, взвесьте мне красноты яблок килограмм и сладкости груш. Люди скажут, сошел с ума, без груши сладкости груши не будет. То есть качество отдельно не бывает. И мы к чему это говорим? Мы это говорим к тому, что у каждого тела есть качество, неотъемлемое от любого тела, это движение и покой. Если мы возьмем, например, тебя или меня, любой предмет, стакан, ручку, любой предмет, у него обязательно есть одно из 2 качеств, или движение, или покой. Не бывает тела, кроме как в нем одно из 2 качеств. Не бывает одновременно в нем эти 2 качества, движение, покой. И не будет такого, что оба их нету. Разум дедуктивный что говорит? Да, так и есть. То есть аналитический разум говорит, да, так и есть. Не согласиться с этим невозможно. Дальше идем. Раз движение и покой – это обязательно присутствующее качество в любом теле, а движение и покой имеют начало, имеют конец. Как это мы докажем? С появлением движения происходит конец покоя. С появлением покоя происходит конец движения. Вот, например, рука. Сейчас я начинаю двигать. Движение началось руки, покой закончился. Я остановил, опять же, движение закончилось, покой начался. Значит, раз движение и покой имеют начало, а тело не может существовать, кроме как в нем одно из 2 качеств, которые имеют начало, значит, тело что? Тоже имеет начало. А мы что сказали изначально? Алям имеет начало, Вселенная имеет начало. То есть, а раз алям состоит из тел и качеств к этим телам, которые имеют начало, то вся Вселенная что? Имеет начало. И что я сейчас применил? Какое мышление? Дедукция. Я взял общим, пошел к частным и доказал, что Вселенная имеет начало. А раз она имеет начало, что? Есть Создатель. У имама Шафи, рахимахуллах, когда спросили, что ты приведешь из Корана, доказательство, что Аллах существует. Он привел такой аят из Корана: «Аста'иду биллах, ам хулику мин гайри шайин, ам хумул халикун». Если перевести буквально, это означает, они что, из ничего появились? То есть их никто не создал? Или они сами себя создали? Смотри, какой Аллах дает аят. То есть 2 варианта, и оба не подходят. Ты не мог сам по себе появиться из ничего. То есть ты не сам по себе, если тебе кто-то не дал, а раз ты сам себя и не создал, и ты сам не появился, значит, есть тот, который тебя создал. Мы доказали, что Вселенная имеет начало. Мы доказали, что есть Создатель обязательно, и Он обязательно всемогущ. Просто человек, если сердцем взглянет на этот мир, на удивительные создания, как все устроено. Представь, до того, как создать человека и дать ему жить на земле, Аллах обустроил все сначала здесь. То есть воздух. Он знал, что тебе понадобится воздух, что тебе понадобится вода, еда, солнце, тепло.
То есть такого не было. Ты появился и начал задыхаться, и Аллах как будто бы не знал, оказывается, воздух тебе надо, на еще воздух. То есть Аллах вечно, без начала знал, что нужно для человека, для полноценной жизни. И у нас все устраивает. Живешь 60 лет, 70, 100 лет, и все нормально, у тебя все есть. Что бы еще надо было, даже и непредставляемо. Кушать есть, это есть, дышишь воздухом. То есть, как можно отрицать Создателя? И как можно хоть как-то, хоть чуть-чуть сомневаться в этом? Поэтому ученые что говорят? Есть два вида, мы сказали, мышления. Два вида сделать правильное заключение. Дарури и назари. Мы привели, и в том, опять же, индукцию, дедукцию привели. Теперь к чему придем? Смотри, как очень интересный момент. Есть такое понимание, внутренний мир человека, мыслительный мир человека, мир мыслей внутри. Ученые говорят, что в первую очередь это аль-якин, аль-и'тикад, это убеждение. У человека должны быть какие-то убеждения. Даже если он атеист, но в чем-то он убежден. Например, он 100% верит, что он сам существует, сам он, и он живой. Вот спроси у атеиста, ты существуешь? Он говорит, да. Жизнь есть? Он говорит, да. Значит, у него какое-то убеждение у него есть. Значит, у него 100% во что-то он верит. Это называется якин. Ниже якина от 51% до 99% называется зон. Зон – это предположение. Ты 100% не можешь сказать и не сомневаешься, но предполагаешь больше, что так, чем не так. Например, ты идешь по улице, и ясное солнце, да, на улице, яркий день, и внезапно появляются тучи, облака, и полностью потемнело. Что ты можешь предположить, что будет дождь? Ты 60-70%, говоришь, наверное, будет. И пока не пойдет, якина не будет. Раз, капля на нос упала, пошел дождь, якин. Перешло в убеждение уже. Это мы поняли. Следующий шаг сомнения 50/50. Это когда? Когда у тебя есть выбор перед двумя вопросами, но ты знаешь, что один из них правильный. Но ты не знаешь, какой, и сомневаешься, колеблешься, например. Это называется сомнение 50/50 бывает. Такое тоже внутри человека есть. Следующее от 1% до 49%, ниже 50 получается, это называется вахам. Это то, на чем сегодня живут муджассима, мушаббиха, уподобленцы Аллаха созданным. Они живут на чем? Им кажется. То есть это воображение, больное воображение, ему кажется, и вот это то, что ему кажется, он считает убеждением. Как, например, человек, который думает, что Бог восседает на аль-арши, уселся там и находится. Смотри, к чему их приводит вахам. Он себе вообразил, он себе внушил, и ему кажется, что там кто-то находится. И ему это якобы привели из Корана, из Сунны. Мы знаем из Корана и Сунны их неправильное понимание, только вот с точки зрения, опять же, дедукции разума. Аллах вечен без начала, не меняется. Они посадили его на то, что имеет начало, меняется. Вот смотри, просто вот это один факт. Аллах вечен без начала, не меняется. Это даже мушаббиха, муджассима говорят. Да, он вечен без начала, он не меняется. Аль-арш появился, начало есть. Меняется. И кто нуждается? Аллах в аль-арше или аль-арш в Аллахе? Аль-арш, созданный, меняющийся, нуждается в Аллахе. Аллах не нуждается в аль-арше и в таких сотни аль-аршах тоже. Это создание Аллаха. Этот аль-арш держится в таком положении над седьмым небом по воле Всевышнего. Если бы Аллах хотел, он обрушился бы, все бы снеслось вниз, ничего бы не осталось бы. Но Аллах его держит, тогда кто в чем нуждается? То есть чуть-чуть поразмыслив, человек понимает, что нельзя его сажать куда-то. Как его можешь посадить вечного без начала, который был всегда, есть и будет всегда, и не меняется? У него не меняется. Как он был, он такой и есть, его сущность не меняется. Все остальное меняется, созданное. То вот этот вахам их подвел, потому что им хочется его куда-то усадить, установить. Им хочется, чтобы он где-то был. Поэтому вот это их неправильное воображение больное, оно их приводит к таким ненормальным пониманиям. Приведу такой пример. Например, когда солнце заходит на горизонте море. Вот ты смотришь на море, солнце заходит. Что кажется?
что солнце тонет в море. А разум что тебе говорит? Нет, оно заходит за пределами земли. Но ты же видишь одно, вахам что тебе говорит? Посмотри, Ахмад, солнце ушло. Или, например, ручку, если взять вот таким плавным движением, кажется, что она резиновая. Детей, помните, мы как вот так вот в воображениях проверяли? Ты смотришь, я говорю, Ама, смотри, ручка резиновая, она как, а ты говоришь, не, разум говорит, что не резиновая. Или, например, банка воды, руку засунул, расширяется. Да? И вот так, если я пошевелю рукой, как будто они расчленились, то есть сломались пальцы. А это твой вахам, это тебе кажется. А разум что говорит? Опять же возвращаемся к разуму. Не, рука не сломалась, это мне кажется. У них такое положение. Им кажется, что он там, а на самом деле он существует вечно без начала, без места, без образа. Сейчас есть и будет таким всегда. То вот это называется вахам. А есть еще на уровне вахама хатр называется, непроизвольная мысль. Непроизвольная мысль бывает хорошей, бывает и плохой. Плохая от шайтана, хорошая от ангела. Например, ты сидишь в интернете, смотришь свой любимый сериал. Остается до выхода времени намаза час. И тебе приходит такой, Ахмад, Аллах сдени, ты намаз делал? Раз ты такой. А это разве, то есть от шайтана? Нет, от ангела. Ангел тебе говорит это. Ты вообще не думал о намазе, но приходит такая мысль. Это ангел тебе говорит, ты же намаз не делал. Ты такой раз, действительно, сколько осталось времени? Час. А шайтан что говорит? На намаз 5 минут надо, успеешь, посмотри дальше. И пошла борьба. Это называется непроизвольные мысли от шайтана, от ангела. И как ты себя поведешь? Это называется непроизвольная мысль. Ниже непроизвольной мысли и ниже вахма это уже ноль, это уже невежество. И невежество, ученые говорят, есть аль-джахаль мураккаб. Есть просто невежество, а есть невежда, состоит из двух невежеств. Просто есть невежда и знает, что он невежда, а есть невежда, который не знает, что он невежда. Это вообще страшно. То есть он невежда, и он еще не знает, что он невежда. Представляете? Второе, вот это, то, что он не знает, что он невежда, это вообще страшное дело. Это глубокая невежда. Это еще внизу. Мы сейчас раскрыли внутренний мир человека. Представляете? Это все ислам нам говорит. И имам ан-Насафи в своей акиде, есть у него книга, Аль-Акиду Насафия называется, очень мощная книга, советую ее взять от ученых, получить ее. Он говорит, что человек получает знания. Вот что такое знание? Это то, что действительно в реальности есть. 3 путями. Это говорит чувство, это говорит аль-хабар ас-садик, то, что доходит правдивая весть, и третье – это разум. 3 путями он говорит. Первое – чувство. Что такое холодное, теплое? Это осязаемость. Глазами мы видим цвета, это уже зрение, нюх, запах. Чувствуем запах какой, одинаково все. Это здоровый имеется в виду. Это именно здоровые чувства. Не так, чтобы искаженные чувства. Бывает, я чувствую, все чувствуют правильный запах, сладкий, а это чувствует, например, неправильно. Это у него с нюхом непорядок. Я имею в виду здоровые чувства. Язык, например, вкусовые качества и слуховые. То есть вот эти качества, которые они, это что такое? Это тоже как дарури. Тебе ученый здесь не нужен, чтобы понять, что такое зеленое, что такое сладкое. Это то, что мы чувствуем. Это один вид получения знаний. Второй вид аль-хабар ас-садик. То, что пришло путем мутаватира, мы говорили об этом, это то, что огромное количество людей передало другому количеству людей, и они передали по наше время. Например, то, что был Наполеон. Ты с ним встречался, с Наполеоном? Не виделся, не знаком? Но мы верим. И верим, что был Александр Македонский. Почему? Потому что, хотя мы там не были, но огромное количество людей передали другим, и до нас дошло. Что есть, например, Китай, мы с тобой верим, но я там не был. Ты был? То мы верим. То есть, почему? Потому что это глупо отрицать. Это ты как будто бы видишь, надо это признать. Это не миф и не сказка, как наш этот объект говорил, миф и сказку разделил. То есть, мы говорим, что это обязательно нужно признать вот эти исторические факты. Тот пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, разделение Луны, например. Огромное количество людей это видели, передали. То есть, мы с тобой должны верить, как будто бы сами там присутствовали. Потому что раз тебе 1000 человек передает, и они другим передают, и сегодня дошло, как это не верить? И еще подтвердилось историческим фактом это. Второе, это хабар расуль, то, что пророк говорил, это его достоверное изречение, Коран и тому подобное, то, что пришло истинными из уста по наше время. И третье, это использовать разум. Например, неопровержимый факт,
что джуз куль, что часть целого, частичка целого, оно всегда меньше целого. Куль это целое, джуз это часть. Да, это часть. Если взять, например, вот стол. У стола есть 4 ножки. Ножка может быть больше стола? Нет. Это уже не стол будет. Часть, да. Если, например, увеличить эту ножку, это уже будет не стол. Это будет непонятная фигура. То частичка целого обязательно меньше целого. Это разум принимает. То есть вот это значит правильное мышление. И вот так вот, отталкиваясь от этого, мы говорим, что эта вся Вселенная, она появилась, она создана, и поэтому эта религия, она является абсолютно истинной, потому что мы призываем использовать разум, мы доказали, что есть Всевышний, и мы доказали, что пророки, через них только можно, чтобы до нас что-то дошло. Вот как он, помнишь, говорил, что я деист, а как его молодой парень, разумный, как его наказал. Сказал, откуда ты знаешь, что нам делать дальше? Он говорит, там узнаем. Он говорит, откуда ты знаешь, что вообще, что там есть, что мы там соберемся, да. До тебя как это дошло? К тебе ангел пришел, или тебе откровение пришло, или пророк пришел. Как ты это понял? Он сидит, не знает, что ответить. Вот к чему приводит деизм. А мы говорим, что смысл-то жизни есть какой-то. Если есть зло, есть добро, есть деяние, есть убийство, есть еще что-то. В мире происходит много чего, разные события. Но как это может остаться просто так бессмысленно? Это же глупо. То поэтому мы говорим, есть суть, а кто нам передал? Это пророк. А как доказал он, что он пророк? Путем, естественно, разумного доказательства. Это мы все привели. Но также му'джизаты. Аллах для подтверждения истинности пророков давал им поддержку, необычное явление. И то, что он говорил, что будет, то и происходило. Ему, например, сами приходили, требовали, раздели луну. Он разделил. Или это происходило, пророк, алейхиссалату вассалам, говорил и просил у Всевышнего, Аллах это ему даровал. И такие чудеса, от 1000 до 3000 чудес были, подтверждая, что он действительно пророк Всевышнего. Это мы поняли. Что еще можно сказать о нашей прекрасной религии? Видишь, мы как это сделали, каким путем пришли? Мы сначала аль-куль привели общее убеждение, иман, ислам, ихсан, не частички. А этот наш объект, что говорит? Вот сподвижник где-то что-то подсмотрел, Айша где-то в один день что-то сказала, вот ваша религия. Нет. Опять же, мы не говорим, что из действия определенных людей это не религия, пока она не будет подтверждена Кораном и Сунной, и не дадут правильное объяснение действия этого человека. Мы объясняли и будем объяснять дальше, что сделал сподвижник, ради Аллаху, что сделала Айша, что она сказала. Но они что делают? Пытаются выискивать в переводах, каких-то исторических своих записках что-либо для того, чтобы исказить истинную религию ислам, у них не получится. Что говорит ислам? Общие народные традиции, человеческие традиции не искореняет ислам. Общие человеческие принятые традиции, например, в каких-то народах есть своя культура, например, когда взрослые заходят, встают. В каких-то нету. Религия ислам не обязывает тебя, например, вставать. Мы говорим, что надо вставать, надо проявить. И мы это считаем проявлением уважения старшему, например. То некоторые народы, например, могут вот так вот сидя, вот так сделать, достаточно для них. Некоторые могут даже просто кивнуть головой, достаточно у них. И то не отрицает религия. И так мы считаем, религия ислам, что он говорит, не обязывает. У человека есть выбор. Конечно же, мы стремимся то, что сам пророк делал. Но даже, алейхиссалату вассалам, что сам пророк делал, если ты не делаешь, и это не обязывает религия, или не запрещает религия, мы не обязываем, мы не запрещаем, то религия ислама, она настолько расширена и объемлет народные традиции, она не искореняет. Как это сегодня пытаются нам преподнести, якобы нохчал, искореняет у чеченцев нохчал и тому подобное. Нет, как раз таки это приветствуется, если это считается достойным проявлением, уважением, это народ принял, и это не является таким отрицающим человеческие традиции. Мы понимаем, о чем говорим. Это не является запретом. Другое, культура, нравственность, этика поведения на высшем уровне.
Ученые говорят, если бы пророк, алейхиссалату вассалям, не был бы культурным, нравственным поведением своем, и был бы грубым, грубияном, и вел бы себя такую жизнь, как он хочет, например, из Мекки бы религия не вышла. Из Мекки религия не вышла. Если ты, например, слаб в действии, а просто рассказываешь, ты у себя даже дома не можешь установить религию ислам. У себя, во дворе не можешь. А пророк, при жизни пророка, она вышла за пределы Медина, Таиф, другие, Эфиопию, туда-туда. И 23 года всего лишь приходило ему откровение, ушел из жизни за 23 года, что на все 4 стороны распространился ислам. При Омаре ибн Хаттабе уже Византия, Персия, уже дошло до стран Шам, до Кавказа, потом Испания, Африка, Китай, распространился при сподвижниках. Представляешь? Это короткий срок. Да, 30 лет, 40 лет. При сподвижниках распространился ислам по всем 4. Почему? Потому что они следовали тому, чем пришел пророк, алейхиссалату. В этом был их секрет. Поэтому следующее. Медицина, экономика, политика. Все включено. Просто вот сегодня нам говорят, пей тмин, кушай мед, там, используй чеснок, используй имбирь, используй там оливковое масло. Элементарные, дешевые ингредиенты, да, на них можно лечиться, оказывается, лучшим образом. Сегодня нам навязали там всякие медикаменты, там уже внушили, что без них ты там прожить не можешь, и там колоссальные деньги нужно. А тут под носом мы это не используем. А сегодня эта медицина, она не только у нас, она и в Китае практикуется, она практикуется на Востоке, она везде, где практикуется это, если ты правильно применяешь, это все растительность, это натуральность, мы не используем. Что касается экономики, по причине купли-продажи многие китайцы приняли ислам, когда сподвижники приходили, их справедливость, их благородство, когда они вот относились к этим деньгам не падко, как сегодня вот некоторые пхарматята сидят, и это ради хайпа, ради денег, все это мы понимаем, для чего это все делается. Это донаты, это не преследуется истиной. Какая истина? У тебя нету истины, чтобы что-то предложить. Ты с одного убеждения на другое перепрыгиваешь, отсюда туда, отсюда туда. Это о чем говорит? Как раз к месту, то, что ты сказал, с одного в другое перепрыгиваешь. Ну, я оставлю. Да, обязательно, покажи. Я оставлю, смотри. Я хочу, чтобы ты прочитал, что пишет Пармат. Это его комментарий, его ник. Да. Вот, прочитай, пожалуйста. Дебаты, каков Бог на самом деле. Таухид или Троица. И он пишет. Пармат пишет, я тоже принял Христа, хотя когда-то был мусульманином. Но он же вроде бы деистом был. Тоже, как Шамиль сказал, это к месту было, альхамдулилля. Я вспомнил, по милости Аллаха, как ты сказал, он перепрыгивает с одного на другого. Теперь он уже говорит, как ты видишь, что он принял Христа. Больной человек – это человек, который меняет убеждения ежеминутно, и это болезнь. Нам, если честно, жалко, потому что его ждет очень страшный конец, если он не придет к истине. И что после этого начнется уже вечность, это уже страшно. То есть там ему никто не поможет, ему не поможет ни страна, где он сейчас находится, ему не поможет ни компьютер, не поможет ни интернет, который эти инструменты он использует. И, конечно же, вот политика. В исламе какая политика была? Политика всегда была такова: объедини вокруг истины, правь достойно, справедливо, и будет мир на земле. Мы приводили пример, да, с экономикой, например, при правлении Умар ибн Абдуль-Азиза, это из правнуков Умар ибн Хаттаба. Он когда правил, 2 года всего лишь он правил, это считается, некоторые сказали, 5-й праведный халиф, другие сказали 6-й после Хасана, был очень богобоязнен. Он отправил закат Африку, вернули они очень большое количество заката, сказали, нет, некому давать, нету мискинов, представляешь? То есть настолько равноправие экономики было, что нету нуждающегося выплатить закат. И он сказал, тогда положите в казну, пусть будет, пока не появится. И 2 года за правление его, справедливого правления, как нужно, выплачивание заката. Для чего закат дается? Чтобы было равноправие, равновесие, чтобы не было слишком бедных и не было слишком богатых.
Вот такая была экономика. Представляешь, как было бы прекрасно сегодня. А сегодня, когда есть, например, 500 миллиардов, там, Рокфеллеры, Ротшильды и тому, а тут нету людям даже воды попить в Африке, например. Это что такое? То религия, ислам говорит, чтобы это равноправие было, чтобы не было слишком бедно и не было слишком богатых. Богатым быть можно, но не надо, чтобы ты был слишком богатый по причине того, что ты не даешь, не выплачиваешь закат, который Аллах тебе даровал, это имущество, не выплачиваешь, по причине этого здесь люди умирают с голоду. Поэтому политика такова, экономика, объединяй вокруг истины, Абу Бакр ас-Садик, он не говорил, объединяйте вокруг арабов или традиции арабов. Нет, вокруг Корана и Сунны, вокруг справедливости. И поэтому у них правление было просто прекрасное, потому что не было у них каких-то корыстных целей, кроме как донесения истины. И, конечно же, высшие семейные традиции. Вот, женитьба, детей, их воспитывать, отношение к родителям, воспитание, отношение к родственникам, вот эти семейные традиции на высшем уровне. Вот просто посмотрите, как нужно быть, даже вот элементарно, если ты даешь милостыню или закат, начни с близких. Вот, прекрасно, да? Почему? Потому что в первую очередь, когда беда или радость, приходит кто? Близкие, родственники. Они навещают, они помогают, ты находишь родственников, то начни с них, потому что они тебе приближенные. Ты хочешь выплатить закат, посмотри, есть ли бедность среди родственников, если нет, то потом уже за родственников. Поэтому сказано, если то, что даешь родственникам, это будет для тебя еще больше вознаграждением даже. Поэтому вот эти качества, вот что в конце хочу сказать, религия, ислам всегда была, есть и будет. Появятся такие пхарматята, объекты нашего общения. Они были, есть и будут еще. Это не первый, не последний человек. Но религия, она не исчезла, они исчезают. Уже ему конец пришел, уже его люди уже не обращают внимания, он уже заикается, заплетается в язык, он даже противоречит, как вот наш брат тоже вставь, это понравилось. Это не сказка, это миф, это, конечно, сказка, это не сказка, то есть уже непонятно, что он уже несет. Да, несколько тоже это вставь, покажи людям, как он уже заплетается, у него язык, он даже не знает, что говорит. Настолько больной и бедный человек. Их деды, отцы, матеря были, да, на истинной религии, это все оставить, сказать им, что вы похоронили, это тоже неправильно похоронили, то, что вы отдавали своих сестер, детей, жены, тоже неправильно вы никах делали, они уже как бы тоже не считаются, и не поведете вы в рай. Он предлагает сказку. Это не сказка, а мифология. Конечно же, на основе этой мифологии, в которую верили наши предки, создаются и пишутся сказки. Да, Хармат — это сказка, фольклор, мифология. Я уже реально начинаю думать, что этот жалкий одноклеточный шизофреник имеет Альцгеймер и нарушение в восприятии собственной речи. Ибо если человек противоречит самому себе в одном видео, это еще можно как-то понять, но чтобы противоречить самому себе в одном предложении, надо очень сильно постараться. Это не сказка. Да, Хармат — это сказка. Это не сказка. Да, Хармат — это сказка. Это не сказка. Да, Хармат — это сказка. Баракалла, Шамиль, да воздаст Аллах благом. Ты, машаллах, очень хорошо объяснил и разделил то, что внутренний мир человека, да, как ислам нам объясняет все это, что есть стопроцентная, да, вера, утверждение, что ты уже убежден в этом, есть, да, еще ниже, и до джахилии, да, невежества. И, конечно же, ты рассказал со стороны политики, экономики, семейных ценностей о величии ислама, как правильно должно быть, и если вы следуете истине, да, оставив свои амбиции, которые, да, противоречат истине, тогда вы достигнете действительно успеха в этом, и, иншаллах, 100% и в ахира тоже вы достигнете успеха. В действительности, сегодня мы с тобой встретились для того, чтобы рассказать простым языком для людей, которые, да, слушают нас, о величии ислама. И, как обычно, мы надеемся, иншаллах, что люди, которые нас смотрят, сделают для себя выводы. Да, сделают выводы, и те, которые заблудились, да, тоже поймут. Это очень важно, чтобы они оставили, знаешь, свою ненависть, неприязнь,
да, вот что лишь бы его мнение было на первом месте, не так смотрели, оставили все это, да, высокомерие, вот то, что мы с тобой перечислили, вот все эти пункты оставили, лень слушать, да, там, листать, а действительно сказать так, давай-ка я посмотрю, оставив все это и нейтральном, да, в положении, посмотрю с чистым сердцем, с разумом, да, посмотрю, что говорит этот человек. Да. Вот, посмотрю, сделаю вывод. Иншаллах, если этот человек оставит все это, свое эго, Да. тогда я думаю, что Аллах дает. Аллах откроет ему сердце, и многим открывает Аллах Всевышний Субхану ва Тааля сердца, когда человек стремится искренне к истине. Конечно. Искренне. Шамиль, и в завершении нашего подкаста, как обычно, пожалуйста, твое наставление. Да, наставление таково, что сегодня мы знаем, что наша прекрасная религия ислам, она ниспослана Аллахом Всевышним путем откровения через пророка, алейхиссалату вассалям. Ученые говорят, что когда она ниспосылалась Аллахом Всевышним, Аллах Всевышний в первую очередь ниспослал о единобожии. Сначала о себе дал знать, ла илляха илляллах, и потом только потихоньку пришло уже откровение о запретах, откровение о обязательствах. То есть это говорит о том, чтобы мы тоже не спешили к донесению истины и не рубили. Например, Аллах Всевышний, хотя Он мог сразу что-либо запретить, мы говорили, что Аллах не нуждается в ком или в чем-либо и не меняется, на Него не влияет что-либо, как на нас. Аллах мог сразу запретить, но элементарно Он запретил питье спиртного 3 аятами. Что значит запретил? В первую очередь не было запрета. В Коране в одном месте Аллах дал знать, аста'иду билля, говоря о том в суре Аль-Бакара, что для вас в хамре и майсир, это азартные игры, есть вред, очень сильный, очень большой вред, но есть польза. То есть такой аят есть, представляешь? Какая польза? Может быть, там успокоение, там, чтобы там, у кого-то горе ушло, там, или там какие-то развлечения, деньги получить. Какая-то польза. Но тут же говорится, но вреда больше. И тут рабы задумались. Еще нету запрета. После этого приходит второй аят. Через какое-то определенное время приходит второй аят, в котором Аллах Всевышний говорит, что «Ля тaqrabu ссала», то есть вот те, которые уверовали, не приближайтесь к намазу, «ва антум сукаро», и вы пьяны, чтобы вы понимали, что вы говорите, то есть для того, чтобы у вас понимание было. То есть Аллах опять запрещает тем приближаться к намазу, если ты пьян. Опять они еще больше задумались. Потом уже третий аят только идет, что воистину дьявол хочет между вами внедрить фитну, чтобы у вас была вражда. Каким путем? Путем хамра и майсира, то есть это азартными играми, опьяняющими напитками, потому что человек может совершить прелюбодеяние, может убить, может украсть через питье, азарт, когда появляется. И Аллах в конце уже говорит: «Фахаль антум мунтахун». Разве вы не будете теми, которые остановили этот запрет, эту грязь? То есть это третий аят, и уже сказано, что они были уже готовы. То есть арабы уже были, потому что у них вино в каждом доме стояло бочками. Это как у нас чай пить у них было. То есть настолько привыкли в каждом доме вино, это как адат уже был. Они, сказано, что в этот день, ниспослание после это реки вина. Да. Чему это все говорю? Если Всевышний Аллах таким путем нам дает знать человек, пусть он включит разум и находит подход к людям, чтобы они не отворачивались. Потому что сегодня, если мы будем спешить, например, вот эти подкасты мы начали, и мы это делаем биттадарруж, что потихоньку идем к чему? Чтобы людей не оттолкнуть, чтобы показать, что людям это действительно абсолютно истинно. Этот человек, он приводит там переводы, приводит иногда хадисы, которых не существует, иногда приходит мансух, отмененные, иногда приводит другие. А мы знаем, что в религии ислам Аллах по истечению времени сначала ниспослал один аят, потом другой аят, зная этапы жизни и зная образ жизни людей, какой аят когда ниспосылать. 3 аята о запрете. То есть сначала задумались, потом уже близко уже к запрету, и только уже после Ухуда, представляешь?
После сражения Ухуд, уже в Мекке 13 лет еще не было запрета. После Медины, в Медине они уже находятся, уже Ухуд это уже третье сражение. После Ухуда, Куртуби Табари говорит, Аллах не спасал этот аят, разве вы не оставите хамар и майсир? Тут они оставили, они уже были укреплены, готовы. То есть мы должны понимать, это студентам, я хочу сказать, проповедникам, да'iям, искать подход к сердцу людей потихоньку. Быть психологом, быть врачом, а не тем, который рубит с плеча, там, топором и тому подобное, чтобы и мы донесли эту прекрасную, абсолютную истину, религию Всевышнего Ислама. Баракалла Аллах Расул Шамиль. Знаешь, как раз я вспомнил слова Али бин Аби Талиба, да будет доволен Аллах, когда ты сказал, чтобы и проповедники, которые делают дa'ву, да, чтобы они не рубили с меча сразу, да, говорили им, что ты делаешь, сперва объяснили красиво, мягко донесли. И Али сказал следующие слова: прежде чем разрушить дома мусульман, построй им замки. Представь, какие красивые слова. Что это означает? Например, если человек в заблуждении, да, он живет в этом доме заблуждения, сперва построй им замок. То есть покажи им, что вот это лучше, чем твой дом, понимаешь? Очень красивые слова. Я считаю, что в действительности мы нуждаемся, многие люди нуждаются в том, чтобы именно людям объяснили сперва красиво, а не рубили с меча. Шамиль, и снова... Мы уже несколько подкастов с тобой записали, иншаллах, мы на этом не остановимся, будем продолжать. И опять же, братья и сестры, я выведу на экран номер телефона Шамиля, чтобы вы могли задать ему вопросы. Если у вас есть вопросы, которые вас интересуют, вопросы, которые вас заботят, да, вопросы, которые вы хотели бы получить ответ, или какое-то пожелание, или ваше наблюдение, вы можете связаться с Шамилем по WhatsApp, напишите Шамиль, иншаллах, как будет время, вам ответит. Также этот номер будет в закрепленном комментарии под этим видео. Да воздаст вам всем Аллах благом. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.